Многие нашим в Бишкеке завидуют, говорят, у вас клумбы много, красивых цветов много. И я считаю, это тоже для нас как бы гордость, да. Очень много людей приезжают, очень много туристов в данный момент приезжает, правильно, да, в последнее время? И все восхищаются нашими цветами. Говорят, у вас клумбы красивые, цветы красивые. Да, из этих же цветов можно такую красоту сделать. Үйдө баланы кандай карасаң, ошо гүлдү дагы ошондой карап иштеп жүрөм. Көп эле убакыт ошол жакта кетет экен. Гүлдөрдүн түрүн өстүрүп, берден стаканга салып, отургузуп, анан районго отургузабыз клумбаларга. Гүлдөрдү өстүрүш деле кыйын, ошо ыстык сууга чыдап иштеп жүрөбүз. Гүлдөрдүн түрү көп берде. Вот смотрите, у нас какие красивые цветочки мы выращиваем. Это называется пеларгония. Мы очень стараемся. У нас много тут женщины работают. Те, которые цветы все любят, землю, цветами занимаются. У меня у дома тоже очень много цветов есть. В этом семейном отделении мы выращиваем цветы, однолетние цветы для посадки в город. В этом году для города вырастим 1 600 000 однолетних цветов. В данный момент вот у нас, и это уже третий этап, посеяны семена. Как видите, она уже проросла. Это за 3 дня она вот такой вот пророст дает. Это третий этап, это георгина. Вы видите, только она начинает всходить. После этого это первый этап. Второй этап уже чуть больше выросла. И третий этап, это мы уже пикируем ее вот так. Каждая отдельно в стаканчике. Она здесь начинает цвести. И дальше здесь сохраняется корневая система, не нарушается. То есть с цветами она идет для посадки в город. Вот этот стаканчик снимается и вместе с корневой системой она сажается на клумбы. Это у нас уже бегония. Видите, бегония уже готовая к посадке. Отдельно. Каждая отдельно сажается. Ага. Видите, здесь корневая система хорошая. Угу. И вот так. Это уже, видите, чуть больше. А есть мелкие, вообще мелкие, которые сажаются. Это труд наших женщин, которые работают здесь сколько лет. Гүлдү жөнөкөй эле адам өстүрө албайт. Гүлдү сүйгөн, өзүнү кандай сыйласа, ошо гүлдү да ошондой сыйлап, өстүрүп аракет кылыш керек да. Көп кишилер келип эле иштеп кете албайт. Биз деген ошо ысык сууга чыдап иштеп жүрөбүз. Ноябрга чейин иштейбиз. Февралдан баштап жумушка келебиз, ноябрга чейин иштейбиз. У нас коллектив очень хороший, все такие дружные, как это наша вторая семья. Как говорят, дом, работа – это наш второй дом. Мы тут большое время тут находимся, а дома что пришел, переночевал и опять домой пришел. Весной заходим, тут очень холодно. Когда стаканчики, наверное, очень холодно. Потом, теперь сейчас очень жарко. В нашем учреждении мы очень много рабочих, не только таких, и есть ребята ограничения, то есть есть ребята глухонемые, которые не могут работать в таких местах, а у нас они работают хорошо. Мы даем им шанс, чтобы заработать и содержать свою семью. Вот мы, например, говорим же, выращиваем цветы, отпускаем в город. Кроме этого, мы еще помогаем школам, садикам, также детским домам. Даем безвозмездно цветы, мы им выделяем. Наш труд, конечно, очень тяжелый, трудный, но независимо от этого у нас работает очень много рабочих для города. Эти же женщины, которые здесь выращивают, те же, а потом же сажают в город. Там же уход содержания, независимо от жары, в холод и в жару они работают днем и ночью. Ну, я бы еще хотела сказать молодым нашим людям. Мы с таким трудом работаем, по такой жаре сажаем, но они не уважают наш труд. Они все наши клумбы топтают, особенно студенты. Возле Белого дома есть у нас одна клумба. Они играют там после занятий, играют в мячик. Ошо гүлдөрдү районго отургузганыбызда балдар кыздар топ менен ойноп ошо гүлдөрүбүздү басат. Анан биз деген ал гүлдөрдү көрүп ыйлагыбыз келет. Кандай мээнет менен өстүргөн гүлдөрүбүздү балдар билбейт. Аларды урушуп кубабыз, анан кайра биз менен алар сөз айтышат. Мы сколько раз и ремонт делали, и подсадка, и все равно, пожалуйста, молодые люди, не топтайте наши клумбы.